последней встречи у опушки, откуда в этой тишине взялась разлучница кукушка. Внимание! Рука пошла! За мной! Сюда! Великолепно! Это значит, мы приветствуем друг друга! Торопливо улететь. Чудесно! Синхронно! Молодцы! И торопливо улетела. Чудесно! В торопях между березой и сосной. Скажи, кукушка, сколько лет мил проживешь ты да со мной? Все! Ку-ку да ку-ку, еще ку-ку. И торопливо Великолепно! улетела. Ку-ку да ку-ку, еще ку-ку. Весь город! И торопливо улетела. И я пошла домой одна, Пританцовываем! а он остался у опушки. Весна по-прежнему цвела, но без любви и без кукушки. Да что вы! Все! Внимание! Ку-ку да ку-ку, еще ку-ку. Прекрасно! И торопливо улетела. Ку-ку да ку-ку, еще ку-ку. И торопливо улетела. Не говорите мне о нем, былые годы не вернутся. Он виноват, ответ во всем, как почему же слезы льются. Еще ку-ку, и торопливо улетела. Ку-ку да ку-ку, еще ку-ку. И торопливо улетела. Ку-ку да ку-ку, еще ку-ку. И торопливо улетела. Ой! Здорово! Вы молодцы! Прекрасно друг друга приветствовали! Видите там эту эмоцию? Эй! Ой! Ой, крылышко, крылышки, ой, гулял на поле.
вообще-то волжская казачка. Волжская Да. казачка. А первый раз у нас в Якутии. Да почему ж первый раз? А я знаю, Течение что два- Ну, вы еще молодой. Да. Я уже древний. 25 лет, как я постоянно имею взаимоотношения с Якутией. Ну, в разных вариантах, понимаете. То на гастроли приезжаю, то какой-то фестиваль, то еще что-то. Сейчас вот День города приехал. Так что все хорошо. Как ваш очередной приезд? В каком смысле? Ну, дело в том, что каждый приезд, он... Вы должны готовиться, когда со мной общаетесь, Да. понимаете? Вы должны мне задавать существенные вопросы. Как приезд, как приехал, как уехал, что и так далее. Это неправильно. А как вы считаете правильно? А я считаю правильно это тогда, когда спрашиваю, как развивается наша страна, что происходит в Якутии, как отношение к национальной культуре, стало быть, к национальным традициям вообще этой республики, потому что она сильна этим. Неужели вас эти темы не интересуют? Я потрясена. Какие-то пустые вопросы, они не свойственны мне. Я человек немножко масштабного ощущения мира. И поэтому я не могу ездить по стране, веселиться, увеселительную программу давать. Я не для веселья, у меня миссия другая. Я это точно знаю. Я 37 лет руководитель. И по крупицам собираю то, что создавала когда-то русская традиция. Сегодня нет деревень, нет информации. Вот чего. А когда приезжаешь в Якутию, и то видишь, как сильно здесь концентрируется национальное достоинство, это для меня высшая степень восхищения, понимаете? А вы говорите как? Слышите? Слышите? А вы говорите, как я приехал? А вот так я приехал. Это знаете что? Это у них воздействие на свою собственную личность. Они горды, что они люди, живущие в Якутии, они радуются. И надо им об этом говорить. Потому что главный ресурс государства – это люди. Вот о чем надо разговаривать. А вы мне, как я то сё? Да никак, приехал, спать легла. Но информация получается совершенно из других источников. Читаю, общаюсь, у меня есть Тоймада здесь, у меня есть друзья, которые звонят, приезжают в Москву, которых я приглашаю на фестиваль, где мы с ними ездим по всей стране, и я знакомлю с якутской культурой другие регионы России. Вот что важно. Мы живем сейчас в опасном мире, потому что уничтожаются ценности. А я считаю, что духовность и нематериальная ценность, сказки, баллады, былины, рассказы, танцы, движения, песни, горловое пение, игра, понимаете, впечатление чаек Ледовитого океана, которые делают девочки из этого ансамбля, они представляют Якутию, ощущение вот этого холода, вечной мерзлоты, но ощущение теплоты человеческой, потому что живой звук, они живыми звуками показывают, что вот эта часть страны, эта часть земли, в которой, собственно, что-то рождается важное. А вы говорите, миленький мой, да разве так журналисты работают? Розпрягайте, хлопці, коней, та й лягайте спочивать, а я піду сад зелений, сад криничні покопать, а я піду сад зелений, сад криничні покопать. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, як дівчина саду, я не вирвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, як дівчина саду, я не вирвала. Опа,
девушка золотая, что ж ты жужжишь, жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что ж ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что ж ты жужжишь? А около летаешь, а прочь не летишь. А около летаешь, а прочь не летишь, летишь. Жаль, жаль, жалко мне, а прочь не летишь. Жаль, жаль, жалко мне, а прочь не летишь. А ё-моё, любая русая коса, а ё-моё, любая русая коса, коса. Жаль, жаль, жалко мне, русая коса. Жаль, жаль, жалко мне, русая коса. Жаль, жалко мне, жаль, жалко мне, жаль, жалко мне, русая коса. Жаль, жалко мне, жаль, жалко мне, жаль, жалко мне, русая коса. Летает оголовая ниже пояса, летает оголовая ниже пояса, яса. Жаль, жаль, ниже пояса. Жаль, жаль, ниже пояса. Сладкие медовые губочки уей, сладкие медовые губочки уей-уей. Жаль, жалко мне губочки уей. 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 Жаль, жалко мне, жаль, жалко мне, жаль, жалко мне губочки уей. Становимся в круг и посылаем любовь. Все! Все! Шире! Выше! Все! Любовь! Поехали!
больше все о любви говорят. Уходи от меня, ненавижу тебя, откровенно тебе говорю. За измену твою, за неправду твою, я уж больше тебя не люблю. За измену твою, за неправду твою, я уж больше тебя не люблю. Действует. А вот наша история, это Семен Дежнев, это наш Бекетов, да? Да. Это в первую очередь казацкая песня, якутский казацкий полк. Да. И вот хотелось бы... Я в курсе, я была здесь у казаков в прошлый раз, меня водили в подворье, у них появилась своя территория, свой уклад жизни, они собираются на круг казачий, у них есть какие-то, они делают поделки. Мне понравилось, что эта тема имеет тему возрождения, потому что, ну, что говорить, я сама из семьи казачьей, и в советское время папа категорически эту тему боялся озвучивать, потому что она была наказуема. И поэтому я уже когда перед смертью мне папа стал рассказывать, значит, о своей семье, о пристрастиях, о своем духовенстве. У меня по линии отца, его родители были церковнослужителями, то есть у них были высокие саны в церкви и так далее, и как они служили в казачьих полках, как они честь и славу России защищали. То есть, понимаете, Георгиевские кресты имеют награды, то есть это какая-то особая жизнь. Это же не национальность, понимаете, это сословие людей, у которых есть общность, отношение к жизненным устоям, именно, знаете, к чести, к славе, к нравственности, к духовности, к Богу. То есть это огромной веры люди. И там национальности могут быть разные. Понимаете, я столько казаков видела якутов в казачьей одежде. Так а что плохого-то в этом? Понимаете, это же замечательно, это не отменяет никакой принадлежности к национальности. Он при этом поет якутские произведения, рассказывает, какие движения, какие-то вещи любопытные рассказывает исторические. Это важно, понимаете. Но, тем не менее, у казаков есть норма общественного поведения. То есть они складывают, знаете, верой и правдой, как прошлое, за царя, за родину, да? За Россию, за родину, за Якутию. Вот. Установка практически не меняется. То есть меняется всегда в жизни что? Акценты. Как говорят, судьбу поменять нельзя. Конечно, поменять нельзя, но корректировать можно. То есть если ты понимаешь, что совершаешь какие-то ошибки и какие-то происходят вещи, если ты понимаешь и осознаешь, то значит ты вносишь коррекцию и просишь прощения за свои деяния, и вы знаете, эти вещи работают, если ты искренне осознаешь. Вот поэтому это очень важно, когда я приезжаю в любой регион России. И знаете, для меня в этом отношении все мне люди близкие, все родственники. Потому что когда я вижу вот эти национальные корни, потому что я знаю, что это такое. Как сегодня мои девочки проснулись, они говорят, мы хотим посмотреть на мамонта, на того древнего самого мамонта. Говорит, да нет, он уснул, уже все закрылось. Значит, придется в другое время идти. Ну, сам факт, понимаете, то есть мы знаем, где что находится.
Вот и здесь не первый раз, и поэтому на протяжении 25 лет я точечно иногда приезжаю, для меня, мне кажется, это очень важно. И приезжаю не просто так повеселиться. Да, вы понимаете, в радостных песнях, которые мы называем там типа веселуха и так далее, заложена информация счастья, успеха, доброты. И люди начинают в ладоши хлопать. А вы знаете, что такое в ладоши хлопать, друг другу посылать приветствие, что мы друг другу рады. То есть весь мир живой. Слово живое, то, чем мы дышим, живое. Весь наш этот тонкий мир, в котором мы живем, живой. Поэтому здесь все сконцентрировано. А еще когда скопление народа, очень сильное вот это вот состояние, это даже не эмоции, это силище. И многие люди, которые находятся, они где-то поплакивают, где-то улыбаются и так далее. То есть что-то происходит. Зато потом, знаете, какие впечатления на здоровье, на состояние души человека? Это же огромное дело, понимаете? То есть мы все потихоньку лечимся от своих недугов. А вот сегодня мы не просто празднуем День города, а мы 380 лет Да, 360 рождения. дней России. И хотелось бы услышать в этот знаменательный день от Надежды Георгиевны какие-нибудь теплые слова. Вы знаете, мне кажется, Россия такая огромная давным-давно. Знаете, я помню, когда все это присоединение было. Знаете, я такая древняя, что я даже помню. Понимаете, правильно? 380 лет. Шутка, но неважно. Я просто хочу сказать, что тем Россия сильна и, как бы вам сказать, недосягаема для аппетитных людей других государств. Что она многонациональна и настолько разная, что наша разность нас не разъединяет, а объединяет. Понимаете? И мне кажется, это очень важно. Когда нас много, мы сильнее, мы мощнее. А знаете чем? Вот этой духовностью, которая переплетается генетической памятью Земли, на которой мы все живем, это вообще непоколебимая вещь. И поэтому мы никак не объяснимы для других держав. Территории есть, богатство есть, люди, главный ресурс, есть. Понимаете? А кому это хочется, чтобы у нас было все хорошо? И вот лезут все, кому не лень, вот и пытаются всех нас разобщить, вот и пытаются нравственность и духовность попранием идти на все это. Это единственное, которое может порушить, все остальное невозможно. Ну просто и то это человек понимающий, он не допустит этого. Поэтому, знаете, я считаю, что это огромное достижение России в целом, когда мы все разные и все объединены. Потрясающе. У меня ощущение какого-то монолита, непоколебимого вообще монолита. Это правильно. Это замечательно. Я приветствую Якутию и благодарю за то, что мы столько лет вместе. Понимаете? Это очень важно. А все вместе здесь? Вот это я понимаю, вселенская. И то, что сейчас был такой потрясающий хоровод. И я пришла, поздоровалась с вами. Мое рукопожатие для всех. Абсолютно для всех, с любовью и радостью, с благодарностью и с искренним желанием с вами общаться, мои хорошие, потому что я очень люблю людей, живущих в России. Вместе мы переживаем всякие радости, сложности, но зато все вместе. Вместе переживаем движение наших культур и уважение к ним. Но это все вместе, потому что наша семья – это огромная страна Россия. И песни мы, которые поем, они тоже наполнены именно любовью к стране. Сама я родилась на Волге. И есть такая замечательная песня о вселенской любви. Но пою про Волгу. Как про Якутию, как про Якутск, как про нас, про всех. Бывает все свино.
моя Волга, а мне уж 30 лет. Твой первый взгляд и первый блеск весла, все было только речка унесла. Я не грущу о той весне былой, взамен ее твоя любовь со мной. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, гляжу в тебя, Волга, зеленый десяток лет. Здесь мой причал, и здесь мои друзья. Все без чего на свете жить нельзя. Далекий прёсла в звездной тишине, другой мальчишка подпевает мне. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне 17 Страна, в которой мы живем, Россия, она полна культур, верования, радости и счастья. Гляжу озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси меня, милее, нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в
праздновать с тобой. Дорогие друзья, подарите шквал аплодисментов нашей любимой, обожаемой казачке Надежде Бабкиной и прекрасному коллективу «Русская песня». С Днем города, Якутск! Счастья, благополучия, любви, бесконечной любви, доброты, чтобы у вас все складывалось, как вы хотите. И знайте, вы огромная часть великой страны, России. Желаю вам процветания от души и от сердца. Желаю то же самое, что и себе. Искренне, с любовью к вам, Надежда Бабкина и Московский государственный театр «Русская песня». Берегите себя, храните традиции, веруйте. Только вера, надежда, любовь нас всех объединяет и желает долголетия! Долголетия республики, городу, всей нашей стране! Ура, Якутск! Люди добрые, вам спасибо за аплодисменты. Звукорежиссер Дэн, директор Виталий, администратор Алексей, Костюмер Людмила, художественный руководитель, волжская казачка Надежда Бабкина и театр